Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melaporkan pencapaian pasukannya dalam operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Rabu 9 November 2022 kemarin. Angkatan bersenjata Federasi Rusia diketahui terus melakukan operasi militer khusus. Di arah Kupiansk, tindakan aktif pasukan Rusia, tembakan artileri dan serangan udara memukul mundur serangan batalion infanteri bermotor yang diperkuat dari Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah pemukiman Kuzemovka di Republik Rakyat Luhansk. Lebih dari 60 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur infanteri, dan 5 kendaraan hancur. Di arah Krasnolimansky, Ukraina, dengan kekuatan 4 infanteri bermotor dan 1 kompi tank, diperkuat oleh tentara bayaran asing mencoba serangan simultan terhadap posisi pasukan Rusia ke arah pemukiman Makeyevka, Kloschanka, dan Golikovo, serta Kremenaya dari Republik Rakyat Luhansk. Tembakan subunit, artileri, sistem penyembur api berat, dan serangan udara oleh penerbangan militer menghentikan subunit militer Ukraina dan mendorong mereka kembali ke garis semula. Система залпового огня «Град» и 3 пикапа. На южнодонецком направлении противник в течение суток пытался контратаковать, чтобы замедлить наступательные действия российских войск. Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой Народной Республики подразделения вооруженных сил Украины были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, 1 танк, 6 боевых бронированных машин и 3 автомобиля. На Николаево-Криворожском направлении вооруженными силами Украины, силами до 3 ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области. После нанесения огневого поражения подразделения противника, понеся значительные потери, были рассеяны и отступили. Кроме того, подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп вооруженных сил Украины в тыловые районы обороны. Всего на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 14 автомобилей. Оперативно-тактической армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией поражены 2 пункта управления вооруженных сил Украины и иностранных наемников в районах населенных пунктов Нововоскресенской Херсонской области и Загрызова Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 181 районе. В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов вооруженных сил Украины с реактивными снарядами к системам залпового огня «Хаймерс» и «Альха», а также артиллерийскими боеприпасами. Истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Заселье Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 5 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Калининской Херсонской области и Добролюбовка Харьковской области. Кроме того, перехвачены 25 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймерс» в районах населенных пунктов Зеленовка, Антоновка, Новокаиры, Новая Каховка Херсонской области, Краснореченская и Стаханов Луганской Народной Республики. 2 реактивных снаряда «Альха» в районе населенного пункта Корсунка, а также 3 противорадиационных ракеты «Харм» в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 332 самолета, 172 вертолета, 2470 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6482 танка и других боевых бронированных машин, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7152 единицы специальной военной автомобильной техники. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.